Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. В Якутске прошла траурная церемония прощания с первым президентом республики Михаилом Николаевым. Большое число якутян сегодня пришли проводить Михаила Ефимовича в последний путь. Первыми проститься пришли глава Якутии Айсен Николаев, старейшины, соратники, члены Совета Федерации, народные депутаты и члены правительства. Напомню, в связи с кончиной первого президента Якутии в регионе объявлен траур по 8 августа включительно. Для меня Михаил Ефимович – это такая глыба. Человек, с которого началось развитие нашей республики. Я думаю, что у каждого своя история. Своя история, которая связывает его с Михаилом Ефимовичем. Своя история любви, своя история преданности, верности. Для меня Михаил Ефимович – это человек, наставник, человек с большой буквы. Я бы хотела выразить соболезнования семье Михаила Ефимовича и сказать от себя лично, как от гражданина Российской Федерации, а как жителя города Якутска, огромное ему спасибо, потому что в тяжелые 90-е годы, я считаю, благодаря его политике, именно его политике, выжила моя семья. Потому что нигде из регионов нашей большой Российской Федерации не платились пенсии, не платились стипендии, а наша семья это получала. Поэтому огромное ему спокойствие, Царства Небесного, мы будем помнить его, скорбить вместе с семьей и светлый путь ему. Михаил Ефимович, наш первый президент, человек создан именно для того, чтобы сделать для республики все самое лучшее. В нашей отрасли он здорово помогал в части становления, организации, усиления работников по тушению лесных пожаров. Всем нам запомнилось, что для него это было болезненно. Он это очень болезненно воспринимал и всячески на федеральном уровне решал все вопросы, чтобы увеличить финансирование, увеличить численность. И в целом по республике все, что он сделал, люди его будут вспоминать, наверное, веками. Владимир Путин направил телеграмму со словами соболезнования главе Якутии Айсену Николаеву и жителям республики в связи с кончиной первого президента республики, государственного советника региона Михаила Николаева. Цитата: «Он искренне любил родной край и многое сделал для его социально-экономического развития, сбережения самобытных традиций и обычаев земляков, повышения качества их жизни. И, конечно, значимого вклад в укрепление межнационального мира и согласия в нашей стране». Председатель правительства России Михаил Мишустин также выразил глубокие соболезнования в связи со смертью первого президента Якутии, госсоветника республики Михаила Николаева. Премьер подчеркнул, что Михаил Ефимович был компетентным руководителем, авторитетным политиком, принципиальным, целеустремленным и открытым человеком. Он умел находить оптимальные решения сложных задач и обладал стратегическим видением. Его решительность и постоянная забота о благополучии и интересах людей всегда вызывали уважение жителей республики, говорится в сообщении Мишустина. Первый президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев также направил телеграмму со словами глубокого и искреннего соболезнования в связи с кончиной выдающегося политика первого президента Якутии. Цитата: «Я знал Михаила Ефимовича долгие годы, и меня всегда восхищали его исключительная человечность, глубокий ум и неизменное стремление служить интересам родной республики и родного народа. Передаю слова искреннего соболезнования родным и близким Михаила Ефимовича всему народу Якутии». Конец цитаты. Минтимер Шаймиев отметил, что Михаил Николаев был мудрым и опытным руководителем, искренне преданным родной республике. Внес огромный вклад в становление и социально-экономическое развитие Якутии в самое непростое, переходное для нашей страны время. Вся республика скорбит о кончине Михаила Ефимовича Николаева. Его вклад в развитие региона неоценим. Для каждого жителя Якутии это личная утрата. Теплыми словами первого президента сегодня вспоминают и в разных районах республики. Михаил Ефимович Николаев всегда будет в наших сердцах. Это политический деятель, который сделал очень много для нашей республики. Еще в мою молодость, когда я заканчивала школу, я помню его, скажем так, правление. Все было на высшем уровне. Он всегда относился к людям с добротой, с пониманием. Конечно же, это большая утрата для Якутии. Во времена правления Михаила Ефимовича я был еще молод, но наслышан о его политической добродетели. И первым быть всегда трудно. Поэтому считаю, что он внес посильный и большой вклад в развитие республики.
в новой политической истории страны. Благодаря его делам мы всегда будем его помнить, и надеюсь, что республика продолжит развиваться так же, как это было при нем. Я с ним знакома с 1993 года. Когда была председателем женсовета, мы ездили в Якутск на первый праздник День матери. Вот именно по его инициативе он и был у нас в республике. Конечно, он очень много сделал не только вот для женщин своей республики, но и также вообще в общем. Хочу сказать, что на сегодняшний день утрата большая, и мы, конечно, соболезнуем. Михаил Ефимович останется в нашей памяти как политический и общественный деятель. Как гром среди ясного неба прозвучала весть о том, что ушел из жизни первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев. Безусловно, Михаил Ефимович – человек эпоха, достойнейший сын своего народа. Его идеи, проекты не только по повышению качества жизни, но и развитию духовно-нравственного потенциала каждого жителя Якутии продолжают жить. И всем известный проект «Музыка для всех» уже не первое десятилетие дает свои успешные плоды. Светлая память Михаилу Ефимовичу. Неоднократно он приезжал к нам в лицей. Вот мы стоим сейчас около нашего лицея. Тогда это еще была гимназия. И однажды, когда он первый раз посетил нас, он написал такие слова в книге почетных гостей. Пусть на якутской земле Амгинская гимназия имени Леонида Васильевича Керенского будет самой яркой звездой. Эти слова настолько нас воодушевили, вдохновили. Мы всегда помнили о них и старались не подвести нашего первого президента. Не случайно одна из наших учениц, когда писала стихи, посвятила ему такое стихотворение, которое заканчивалось словами: «Наш президент, мой президент». Он был для всех вот таких своим президентом, родным человеком. У нас появилась идея, она родилась в голове нашего директора Дарьи Иннокентьевны Захаровой, создать такое методическое пособие, где бы учителя разработали систему, серию каких-то классных часов, мероприятий, основанных на трудах Михаила Ефимовича Николаева. И у нас появился такой сборник методический, который мы назвали «Космос Николаева. Разговоры о важном». Это действительно космос Николаева. И вот сейчас, в эти траурные дни, когда он действительно уходит от нас, уходит наверх, с нами остается то, что он сказал. Михаил Ефимович 10 лет назад обязал нас провести первый педагогический конгресс «Прорывные направления развития образования», в котором нас обязали, ну и мы поставили сами для себя задачу, внедрить такие вопросы, как вопросы качества образования, это раз. Второе, это качество преподавательской деятельности, это два. Третье, внедрить обязательные предметы робототехника, дебаты, шашки, шахматы. Ну и есть второй педагогический конгресс, который был не менее прорывным. Мы внедрили в Улусе такие проекты, как «Музыка для всех», «Рисуем все спорт, раннее развитие детей, ну и, конечно же, театр в школу. И за 10 лет общения, кураторства Михаила Ефимовича мы сегодня показали, что можно внедрить эти проекты, можно быть успешным и показать результат. Сейчас эти наши проекты уже внедряются не только по всей республики, ну и, конечно, с опытом работы, с опытом общения с образованием Хангаласского улуса и достигших результатов Михаил Ефимович выступал на Совете Федерации. К чествованию памяти первого президента присоединился сегодня и Жиганск. В этот день там почтить память выдающегося государственного деятеля пришли жители от мала до велика. Для жителей района Михаил Ефимович был больше, чем государственный деятель, которого знали и чтили не только в Якутии, но и на мировой арене. Он был для них выпускником, одноклассником школы, не понаслышке знал проблемы и чаяния каждого жителя. Закаленный жизнью суровой Арктики он начинал трудовую деятельность в Жиганском районе. Во время траурного митинга с особым волнением и гордостью вспоминали и огромной горечью передали свои соболезнования старожилы района. От имени жителей Жиганского района выражаем глубокие соболезнования родным и близким Михаила Ефимовича и всему многонациональному народу нашей республики. Это невосполнимая утрата для всех нас. Михаил Ефимович, окончив школу в Жиганском районе, начинал свою трудовую деятельность. Являлся первым секретарем Жиганского райкома комсомола.
Поистине считал Жиганск своей малой родиной. И до последних дней своей жизни не забывал про своих земляков. Для всех нас, жителей Жиганска, он был и является значимой фигурой, эталоном и примером. В Якутии снимут документальный фильм о жизни первого президента республики Михаила Николаева. Сценарий был одобрен Михаилом Ефимовичем в последние дни его жизни. Об этом сообщил народный писатель Якутии, автор сценария Владимир Федоров. Цитата: «Мы хотели сделать ему подарок на день рождения 13 ноября. Но получится, что фильм будет уже данью его памяти». Режиссер Никита Аржаков уезжает в Жиганск на вторую родину Михаила Ефимовича и начинает снимать этот фильм, сообщил сценарист. Во вторник, 8 августа, состоятся похороны первого президента Якутии Михаила Николаева. Церемония прощания пройдет в здании Малой академии наук республики по адресу село Чапаево, улица Савина, дом 1. С 10 до 12 дня пройдет траурный митинг, с 12 до 12:30 обряд отпевания. Похороны запланированы на 12:30. К месту прощания из Покровска и поселка Махсагалох будут курсировать бесплатные автобусы. Автобус из автовокзала Махсагалоха номер 110-114 выйдет в 7:30 утра. Выезд маршрута номер 8 с автовокзала Покровска назначен на 8 утра. Противопожарный режим и режим чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера установлены на всей территории республики. Так, за прошедшие сутки обнаружили 16 лесных пожаров. Применялось 15 воздушных судов на авиапатрулирование и 7 воздушных судов на тушение пожаров. Всего за пожароопасный сезон на территории республики зарегистрировали 654 лесных пожара и 50 ландшафтных. Действует на текущую дату 98 лесных пожаров на площади 125 645 гектар. Тушится на текущую дату 51 лесной пожар на площади 105 251 гектар. Из них локализовано 3 лесных на площади 1649 гектар. Работают людей также на пожарах 1295 человек. Работают техники 58 единиц. Ликвидировано за сутки 7 лесных пожаров на площади 5500 гектар. Меньше месяца остается до открытия сквозного движения по проспекту Ленина в Якутске. Также большинство работ будет завершено и на других объектах дорожного строительства в столице. Успеют ли дорожники завершить все к срокам по контракту, узнавал мой коллега Александр Хавренко. В Якутске реализуется самый объемный за все время проект по реконструкции и ремонту автомобильных дорог. На 18 участках общей протяженностью более 30 километров работают подрядные организации, чтобы к осени завершить большинство работ. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтируют и большие объекты, такие как проспект Ленина, и небольшие участки дорог, как, например, на улице Островского. Всем объектам работа ведется. Плановые сроки сдачи у нас – это сентябрь текущего года. Стараемся все объемы в указанное время завершить. Конечно, будут какие-то нюансы, связанные с гарантийными обязательствами, но, тем не менее, постараемся полностью в благоприятный период года все работы завершить. Все подрядные организации у нас определены, материалы в полном объеме завезены. В общем-то, планово, но в усиленном режиме движемся к завершению строительного сезона. Конечно, главный объект – это проспект Ленина. На сегодняшний день большинство работ на участке возле Лорб завершены. На финальную стадию вышли дорожники и на отрезке от улицы Кулаковского до улицы Красноярова. Сейчас у нас по дороге остается выполнить асфальтирование проезжей части. До этого уже основание готово. Перед укладкой асфальтобетонного покрытия необходимо выровнять, выполнить расклинцовку и уже доукатать до требуемых коэффициентов в соответствии с нормативными документами. И далее уже мы приступаем к асфальтированию проезжей части. Нам поставлена задача к 1 сентября обеспечить сквозное движение на данном участке. К этому мы и стремимся. Своевременно подрядчики обещают сдать и участок по улице Островского. На сегодняшний момент объект готов почти на 70%. Строитель ставит срок 100% готовности в начале октября, но есть шанс, что объект будет сдан досрочно. Закончены такие виды работ, как устройство водоотводных лотков. Сейчас на данный момент занимается приготовлением основания дорожной одежды. К асфальтированию планируется приступить к началу следующей недели. Строительный сезон в Якутии очень короток, поэтому работы ведутся одновременно на нескольких участках, что, конечно, доставляет определенные неудобства как автомобилистам, так и пешеходам. Но после завершения всех работ в городе восстановится движение, но уже не по кочкам и ямам, а по качественным и безопасным дорогам. Александр Хавренко, Джулус Иннокентьев, Павел Пахомов, Якутск.
Якутия вошла в топ-20 регионов России по участию в научных мероприятиях. За прошлый год в рамках десятилетия науки и технологий проведено около 574 мероприятий, в которых участвовало 45 тысяч человек. Среди них немалую часть занимает фестиваль «Наука 0+,» который посетили 16 тысяч якутян. Как сообщили в региональном Минобре, основные силы по развитию науки в республике были направлены на региональную систему координации и обновления научных исследований. Напомню, президент России Владимир Путин объявил десятилетие науки и технологий с 22 по 31 годы. Основной задачей является привлечение молодежи в сферу науки и технологий и вовлечение исследователей для решения важных задач. Всего 2474 человека зачислили в Северо-Восточный федеральный университет по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные и коммерческие места. На бюджетные места по очной форме обучения в федеральный вуз зачислены 2000 человек. Очно-заочный 15, также 361 абитуриент поступил на заочную форму обучения. По договорам оказания платных образовательных услуг на сегодняшний день зачислены 98 абитуриентов. 30 июля текущего года состоялся приоритетный этап зачисления. Тогда вуз принял в ряды первокурсников 513 абитуриентов. Глава города Нерюнгри провел встречу с представителями средств массовой информации. На пресс-конференции Илья Гудошник подвел итоги проделанной работы, рассказал о предстоящих планах и ответил на вопросы журналистов. Жители Нерюнгри через средства массовой информации адресовали главе города наиболее острые вопросы. На сегодняшний день жителей волнуют такие темы, как ремонт дорог, борьба с грызунами, бездомные животные, жилищно-коммунальное хозяйство. Жители обращаются с вопросами жилья, жители обращаются с вопросами благоустройства, жители обращаются с вопросами личностного характера. Действительно, когда идет прием граждан, приходится погружаться, проникаться. Вопросы бывают такие неординарные, что иногда сидишь за голову берешься. Тем не менее, мы стараемся помочь и с точки зрения закона, иногда пойти навстречу лично. Некоторые вопросы, конечно, не входят в компетенцию городской администрации, даже некоторые вопросы не входят в компетенцию вообще администрации. Но, тем не менее, мы живем все в нашем общем доме, в нашем городе и стараемся людям помочь. Говоря о дорогах, Илья Гудошник отметил, что до 2026 года в планах отремонтировать все улицы города. Так, на следующий год на очереди улицы Темптонска и Строителей, а также внутриквартальные проезды и даже самые сложные участки. У нас в плане по поручению главы города Нерюнгри обязательно сделать дорогу, где магазин «Мясная лавка». Там вообще, все знают, самый проблемный момент. Там у нас находится МФЦ. Я надеюсь, что также собственники здания, где находится наша МФЦ, подойдут к этому рационально и присоединять свою внутреннюю дорогу к нашему асфальтированию. Там будет полное асфальтирование со всеми скатами, чтобы люди уже комфортно до Юнского 3, 3.1, вот тот участок дороги ездили. За 10 месяцев была проделана большая работа. Одним из прорывных проектов стал молодежный центр. Совсем недавно Нерюнгринский проект культурного парка стал обладателем федерального гранта в размере 150 миллионов рублей. По программе «Безопасный город» ведется установка видеокамер. Расширяется пункт передержки для животных, ведется активная подготовка к зиме. Работа будет продолжена. Все обращения жителей города не останутся без внимания и будут решаться в рабочем порядке. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. За первую неделю августа на дорогах Якутии произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей, в которых пострадало 8 детей и 1 ребенок погиб. Причина трагедии – отсутствие детского удерживающего устройства. В связи с этим госавтоинспекция совместно с уполномоченным по правам ребенка проводит профилактические мероприятия. На одном из рейдов побывала наш корреспондент Мария Кардашевская. Госавтоинспекция из года в год неустанно твердит: обеспечьте своих детей удерживающими устройствами и пристегивайте их ремнями безопасности. Но статистика звучит удручающе. Почти треть от общего числа травм, получаемых детьми в дорожно-транспортных происшествиях, связана с отсутствием автокресла. Одна из последних трагедий произошла в Верхневилюйском районе. Уже в начале августа этого года было зарегистрировано ДТП, в результате которого погиб 5-летний ребенок-пассажир. Ребенок перевозился без детского удерживающего устройства, наличие которого могло бы помочь избежать вот таких тяжелых травм, которые стали причиной гибели ребенка.
Казалось бы, достаточно запомнить простые правила. Ребенок до 7 лет на любом пассажирском сидении автомобиля должен находиться в детском удерживающем устройстве. От 7 до 12 лет на переднем сиденье он может сидеть также только в удерживающем устройстве. На задних сиденьях достаточно ремня безопасности, если рост ребенка превысил 150 сантиметров. Однако соблюдают эти правила далеко не все. Только за время работы нашей съемочной группы из 10 водителей, с детьми которых остановили сотрудники госавтоинспекции, детские удерживающие устройства были только у 3. Я всегда пристегиваюсь сам и заставляю своих пассажиров всегда пристегиваться, особенно детей. И использую специальные кресла для безопасности, потому что это моя семья, и я ответственный за нее, особенно когда я за рулем. Зачастую взрослые, сажая ребенка в автокресло, не пристегивают ребенка, так как ребенок считается непривычен к ремню. Поэтому нужно обучать ребенка с самого малого детского возраста обязательно пристегивать детей, чтобы это было в порядке вещей. Ну а для автолюбителей, которые игнорируют правила дорожного движения, существуют статьи Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают штрафы от 3 до 10 тысяч рублей за нарушение перевозки детей. И это только для автолюбителей. Для предпринимателей эти цифры возрастают в несколько раз. Мария Кардашевская, Алина Риносова, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Якутянин Артур Бурцев выиграл в Петербурге полумарафон «Северная столица». Спортсмен пришел первым на дистанции в 10 тысяч метров. В этом году маршрут проходил в один круг по историческому центру, мимо Казанского собора, Петропавловской крепости, Растральных колонн, Адмиралтейства и Исаакиевского собора. Полумарафон проводится уже в 6-й раз. Артур Бурцев давно живет и тренируется в Санкт-Петербурге. Более того, он является тренером по легкой атлетике. Напомню, Артур Бурцев не раз уже становился призером забега «Северной столицы». В 2018 и 2019 годах он был бронзовым призером, в 2020-м – серебряным. В прошлом году якутянин был 4-м на дистанции в 21,5 километр. Грозы и дожди прогнозируют в некоторых районах республики в ближайшие дни. Так, во вторник небольшой дождь ожидается в Устьянском и Алайховском районах. В Ленском районе возможна гроза. 9 и 10 августа на большей части республики без осадков. В Мирнинском, Ленском, Алекминском, Усть-Майском и южных районах местами кратковременные дожди. Грозы с порывистым ветром до 9-14 метров в секунду. В Якутске в ближайшие дни без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10 градусов, днем плюс 24, плюс 26. На этом все. Оставайтесь с нами.